Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И по традиции в начале о главных темах. Опасный заплыв. Опасения вызывает пациент, который находится в реанимационном отделении. 6 человек отравились хлоркой в Казанском аквапарке. Что стало причиной и каково состояние пострадавших, узнал Рамиль Шайдулин. Прогуливаясь по улице во время шопинга или по пути на работу. Если в начале месяца мы прививали человек по 20, по 25 в день, сейчас по 100, по 120. Как в республике продолжается вакцинация, расскажет Вероника Гайнудинова. Они не живут прошлым, они создают будущее. Это самый главный принцип вот здесь. Это команда работать вместе и получается это результат. Сегодня под Казанью открылся летний кампус президентской академии. Лекцию услышал и Рамиль Галиулян. Знаковая услуга. Все услуги бесплатные для предпринимателей. Все, что ему нужно, это прийти и подать к нам заявку. Чем теперь бизнесменам может помочь национальный проект, узнал Дмитрий Аренин. Лучшие уличные театры страны на одной площадке. Я думаю, это дает какое-то стремление к творчеству. Как прошел первый этнокультурный фестиваль в Альметьевске? Филюза Хамидуллина. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в Казанском аквапарке. Сегодня с признаками отравления хлором отсюда увезли 6 человек. 5 из них дети. 3 школьников госпитализировали в ДРКБ. 1 ребенок сейчас в реанимации. Женщину поместили в 7-ю горбольницу. Как развивались события, выяснял Рамиль Шайдулин. Эти волны и брызги довели до больничной койки. Сразу 6 человек из этого аквапарка сегодня отравились хлором. Как их выводили из бассейна, видели очевидцы. В одном из бассейнов сразу эвакуировали всех людей. И поэтому, когда я зашел в бассейн, сразу почувствовал сон. А какой это бассейн? Это был маленький бассейн на летней террасе. Другие бассейны, уверяют отдыхающие, были чистыми. Прокатился везде, вроде все нормально. Чем не заболел. Как и везде, безопасности, не глотать воду. Естественно, понятно, что там хлорка будет. Сказать, что прям перебор с хлоркой, я бы не сказала. Отравились сразу 5 детей. Ровно в полдень их привезли в детскую республиканскую клиническую больницу. 1 ребенок в тяжелом состоянии был поднят в реанимационное отделение. Сейчас состояние его оценивается как тяжелое. Имеются признаки дыхательной недостаточности. Он находится на высокопоточной вентиляции легких. 1 ребенок прообследован, он отпущен домой, жизни его ничего не угрожает. 2 детей пока находятся на обследовании в приемно-диагностическом отделении. Одной из пострадавших оказалась взрослая женщина. По информации Минздрава, ее привезли в 7-ю горбольницу. Однако это не сказалось на работе самого аквапарка. Сегодня днем он работает в обычном режиме. Здесь люди покупают билеты, отсюда выходят уже довольные посетители. Одно но, здесь же работает и следственная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, инцидент произошел в одном из бассейнов на открытой летней террасе. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации при Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Так что же было не так в это утро в аквапарке? Ответа на вопрос мы пока не получили от администрации Ривьеры. Прождав 2 часа и дав возможность подготовить ответ, наша группа уехала ни с чем. Напомним, в этом году это уже не первый случай, когда в бассейне дети травятся хлором. В марте это случилось в Мензелинской спортивной школе. В феврале прошлого года в Челнах с ожогами дыхательных путей после бассейна госпитализировали 9 детей. Рамиль Шайдуллин, Низиля Хусаинова, Александр Лобанов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Еще 2 смерти от коронавируса зафиксированы в республике. Это мужчины 72 и 68 лет. В России за последние сутки зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев ковид. Это рекордное число заражения с ноября прошлого года. В Татарстане тоже идет рост. 52 новых случая, сообщает республиканский оперштаб. Растут и темпы вакцинации. Открыты новые прививочные пункты. В выходные врачи наблюдали настоящий ажиотаж в некоторых точках. Торговый центр не только на шопинг, но и за прививкой. Так пункты вакцинации в ТЦ выглядели в выходные. Они как никогда сейчас популярны. Аж очереди образовались. Это мобильный пункт в Леруа Мерлен на Мирхана. Очередей здесь пока нет, но это понедельник утро. Точка открылась только в пятницу. В день здесь прививаются по 40 человек. За вторым компонентом приезжать сюда же через 21 день.
Очень много людей болеет, очень много людей, притом близких и знакомых, уходит из жизни. И мы все-таки решили гражданскую ответственность соблюсти и приехать вот как раз с супругой вместе сделать прививку. На самом деле это очень удобно, то что поликлиники, местные власти делают такие центры именно в местах общего пользования, где большая проходимость. Сегодня вновь заработал пункт в ЦУМе, прививают врачи 16-й горбольницы. В торговых центрах привиться можно с 10 утра до 8 вечера. Работают без выходных. Любовь Минибаева живет недалеко, говорит, ехать никуда не нужно, записываться тоже. Пришла, как появилось свободное время. Очень удобно. Болела в декабре, полгода назад, поэтому не хочу больше болеть. А почему сюда? Потому что в поликлинику как-то я боюсь идти. Там больных много. Еще один популярный способ привиться у метро. Здесь также все как в поликлинике. Врач проводит осмотр, измеряет температуру и давление. И если противопоказаний нет, делает прививку. Врачи говорят, все больше стали прививаться молодые люди до 30 лет. Я как раз в этой категории. Вакцины еще не делала, поэтому сегодня решила воспользоваться случаем и привиться. Выбрала «Спутник Ви». Ильнуру Шабанову всего 21 год. Ковидом не болел, чтобы не заразиться, привился. Страшно болеть, если честно. Чтобы не дошло дело до больницы, решил взять, сделать прививку на всякий случай. В январе 2021 года, попав в больницу при поражении легких 50%, решила привиться во избежание второго попадания. С предыдущим месяцем, если сравнивать, людей прибавилось сразу, наверное, в 3 больше. Если в начале месяца мы прививали человек по 20, по 25 в день, сейчас по 100, по 120 к концу дня у нас набирается. У станции метро сделать вакцину можно с 7:30 утра и до половины 7 вечера. На сегодня в Татарстане привились 665 тысяч человек. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Дефицита вакцины против коронавируса в Татарстане нет. Об этом сообщил главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов. Сейчас ее запас в Татарстане составляет более 55 тысяч доз. На днях ожидается новое поступление вакцин «Спутник Ви», «Пивак Корона» и «Ковивак». По словам Лопушова, в некоторых медицинских учреждениях отмечается ажиотаж желающих привиться. Так, на прошлой неделе был зафиксирован максимум по республике. За сутки прививку сделали более 18 тысяч человек. Рекомендация Минздрава – идти в поликлинику, предварительно записавшись, без записи в мобильных пунктах. Отмечается кратковременный недостаток вакцины. Говорить о том, что это колоссальный дефицит, такого нету. Соответственно, вакцину мы получаем регулярно из федерального центра. Запас вакцины в Республике Татарстан есть. Буквально в ближайшее время мы ожидаем еще дополнительное поступление вакцины. 30 предприятий набережных Челнов обязали полностью вакцинировать сотрудников. Об этом сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев. В течение месяца все работники этих компаний обязаны поставить 2 компонента прививки от коронавируса. Причина жесткого требования – очаги инфекции на предприятиях. Тем временем в Челнах продолжает расти количество желающих вакцинироваться. В сутки в городе ставят по 2000 прививок. 103 первоклассника, которым не хватило мест в 182-м лицее в микрорайоне Салават-Купыре в Казани, приняты в 2 соседние гимназии. Ситуацию с нехваткой мест сегодня прокомментировали на совещании в Казанской мэрии. Руководитель исполкома Рустем Гафаров напомнил, по итогам проверки списка детей, зачисленных в 182-й лицей, нарушений не выявлено. Сейчас решаются вопросы со школьными автобусами, а также с продлением маршрута общественного транспорта до Салават-Купыре-2. Сейчас родители получили все разъяснения. Была организована экскурсия в новую 189-ю гимназию, куда пойдут учиться их дети. Некоторые родители даже в соцсетях писали, что эта школа им понравилась даже больше, чем предыдущая. В этом году уже вводится 3-я школа в Салават-Купыре, но и ее не хватает для того, чтобы каждый ребенок вышел из подъезда и, сделав несколько шагов, попал в школу. Сегодня в Казанском Кремле торжественно отметили 30-летие аппарата президента республики. Как отметил Рустам Минниханов, решение об учреждении в Татарстане поста президента сыграло особую роль. До 1990 года должности президента не было в истории нашей страны. Институт президентства и сформированный его аппарат открыли новую страницу в государственном устройстве республики. Чего благодаря этому добился Татарстан и что отличает людей, работающих с президентом, узнаем из следующего репортажа.
На торжества в честь 30-летия аппарата президента Татарстана собрались его ветераны и действующие сотрудники. 12 июня 1991 года ознаменовалось поистине историческим событием. Состоялись всенародные выборы президента республики. 70% татарстанцев поддержали кандидатуру Минтимера Шаймиева. С этого момента в республике появился институт президентства и был сформирован его аппарат. Как отметил Рустам Минниханов, все происходило в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Татарстан приступил к созданию своей конституции, в которой необходимо было учесть национальные интересы республики. Это сложное время сохранить наработанный потенциал позволила мудрая политика первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Аплодисменты Минтимеру. Hörmətli Mintimер Шәрипұлы, сіз өзіңіз һәм сіздің командаңыз республиканың яңа дәүләтчелеге барлыкка килүнең шишмә башында тордыгыз. Рустам Минниханов отметил, Татарстан за 3 десятилетия сумел многого добиться. Были реализованы беспрецедентные программы по газификации, ликвидации ветхого жилья, программа социально-экономического развития. Татарстан успешно провел универсиаду, водный мундиаль, матчи чемпионата мира по футболу. Сейчас Татарстан – один из динамично развивающихся опорных регионов страны. Неоценимый вклад в развитие и становление аппарата президента внесли первый управляющий делами президент Николай Федорович Козырь. Поаплодируем. Руководители аппарата Экзам Самат Шугвайдулин, Юрий Земельевич Камалтанов и Астат Ахмедович Сафаров. Сейчас приоритеты развития республики отражены в стратегии 2030. Предмет особой гордости Татарстана – развитие историко-культурного наследия, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия. Это было заложено еще во времена первого президента. Я всегда говорю, если ты не любишь людей, не ходи во власть. Это касается власти имеющих на любого уровня. Людей надо любить, потому что это люди наши. Минтимер Шаймиев сегодня отметил, основной корпус руководителей республики всех уровней – это руководители от земли, понимающие, знающие, как все происходит в реальной жизни. И это, безусловно, играет решающую роль в развитии Татарстана. Выбор каждого, я хочу сказать, кому доверено работать в аппарате президента, это еще и оберегать президента республики. Беречь надо. Это мы все народ не избираем. Доверяем. Это показатель единства власти с народом, с избирателями и своей привязанности к своей родной республике. Важнее, что еще может быть. Сегодня наградили наиболее отличившихся сотрудников аппарата президента. Госнаграды вручили Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев. Наградами сегодня отметили 22 человека. Как подчеркнули в аппарате президента, сложилась сильная команда, которой по плечу любая задача. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов, ТНВ «Казань». С чрезвычайным и полномочным послом Великого герцогства Люксембург в России Жоржем Фабером встретился сегодня Рустам Минниханов. Обсуждали развитие сотрудничества и укрепление уже достигнутых соглашений. Президент поблагодарил посольство Люксембурга за возможность реализации многих совместных проектов. Сегодня под Казанью заработал летний кампус президентской академии. Это площадка для личностного и профессионального развития талантливой молодежи. В этом году для участия отобрали 180 ребят. Они представляют 16 стран мира и различные регионы России. В открытии принял участие Алексей Песошин и ректор Российской академии народного хозяйства Владимир Мау. Со студентами они обсудили, какие изменения ждут постковидный мир. Об образовании будущего Рамиль Галиуллин. Они говорят на разных языках, но языкового барьера не чувствуют. Летний кампус президентской академии собрал 180 студентов. География впечатляет. 16 стран. Индия, Колумбия, Сирия, Египет, Туркменистан. Открыл сессию Алексей Песошин. В этом году мы это мероприятие совместными усилиями решили провести. Поэтому я рад вас видеть, и хотелось бы, чтобы фильм по результатам, который был бы снят,
показал такие же счастливые лица на экране, как было в 2019 году. Тема этого года – новые постковидные реалии, переход на дистант. Это займет какое-то количество лет понять, где дистант уместен, где нет. И это, кстати, поведет к переформатированию кампуса, потому что, может быть, выяснится, что целый ряд аудиторий не нужно. Они должны быть другими, для более узкого контакта, массовые, может быть, в дистанте. Участники кампуса объединятся в 10 команд, которые в течение 2 недель будут работать над проектами и затем представят их экспертам. Рад Гаит из Иордании приехал по совету подруги, которая обучалась здесь же принципам организации командной работы. Мы изучили тему принципов командной работы и сейчас хотим рассказать о ней в необычном формате с использованием креативного подхода, например, скетчи и видео. Молодые и целеустремленные. В этом лагере собираются только те, кто проходит серьезный отбор. Участником можно стать лишь 1 раз в жизни. Люди из разных стран подходят, тоже знакомятся. Я подхожу, знакомлюсь, потому что у нас есть мероприятия, которые как раз способствуют тому, чтобы мы все были с друг другом знакомы. Здесь мы учимся это принципу команды работать, потому что мы хотим бы работать вместе. У нас есть разные идеи, но вместе мы хотим бы работать, чтобы получается результат. Самое интересное, что здесь можно участвовать всего лишь 1 раз в жизни, и каждый участник, наверное, что-то такое ждет, какой-то такой инсайт. Программа летнего кампуса продлится 2 недели. За это время ребят ждут мастер-классы и лекции от ведущих мировых и российских экспертов. Рамиль Галиуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Верхнеуслонский район. 2766 участковых избирательных комиссий в Татарстане будут оснащены оборудованием для автоматического изготовления итоговых протоколов голосования. Это позволит минимизировать человеческий фактор и ускорит процесс подсчета. Как рассказали сегодня на заседании ЦИК Республики, на предстоящих выборах будут использовать и другие уже стандартные технологии. Видеонаблюдение, комплексы обработки бюллетеней, QR-коды протоколов и механизм «Мобильный избиратель», который дает возможность проголосовать вне зависимости от прописки. Это в повседневной нашей жизни. Это удобные сервисы. Ну а QR-кодирование – это вообще, наверное, один из важнейших шагов к легитимности, к открытости всех процессов и к достоверности тех данных, которые передаются. Поэтому это наши стандарты. И прошу уже отнестись к этому как к нашему стандарту. Все бизнесмены Татарстана теперь бесплатно могут зарегистрировать свой товарный знак. Такая услуга начала действовать по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Раньше безвозмездная регистрация действовала только для предпринимателей инновационной сферы. Кто сегодня уже воспользовался поддержкой, чем еще могут бесплатно помочь, узнал Дмитрий Аренин. Здравствуйте. Молодой предприниматель Ринат Шимионов стал первым, кто воспользовался бесплатной регистрацией товарного знака. Сегодня он подал документы в фонд поддержки предпринимательства. Свой бизнес мужчина открыл в прошлом году. Его предприятие занимается производством и продажей полуфабрикатов. Лепит пельмени, котлеты, манты. Решили назвать «Пельменная история». Как начинающий предприниматель, много финансов уходит на развитие, раскрутку, и некоторые моменты, не хватает поддержки, а когда есть такая возможность, конечно, это намного облегчает наш, как говорится, труд предпринимателей на развитие. Теперь его продукт можно будет узнать по товарному знаку. В планах открыть торговые точки не только в республике, но и в других регионах страны. Свой товарный знак дает и большую узнаваемость продукции, и увеличивает стоимость компании. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» воспользоваться бесплатной регистрацией товарного знака могут все бизнесмены. До этого платили больше 90 тысяч рублей. В рамках нацпроекта фонд берет затраты за предпринимателей на себя, и мы оплачиваем контрагенту, который непосредственно регистрирует товарный знак, эти затраты. То есть предприниматель просто получает готовый товарный знак. Кроме регистрации товарного знака, фонд поддержки предпринимательства может оказать целый спектр бесплатных услуг. Это патентный анализ, ведение бухгалтерии, финансирование участия в ярмарках и выставках, помощь в предоставлении отчетности и подборе персонала. Дмитрий Аренин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Количество бизнесов на продажу в Казани выросло на треть. Какие предприниматели в татарстанской столице хуже всех пережили коронавирус, читайте в интернет-газете «Реальное время».
Татарстанцы подали более 11 тысяч заявлений на получение пособий для будущих мам и неполных семей с детьми. Чаще всего заявления поступают через портал госуслуг. Об этих мерах поддержки объявил в своем послании Владимир Путин. Кому положены пособия, как их получить? Об этом в интервью Рамилю Галиуллину рассказал управляющий Татарстанского отделения Пенсионного фонда Эдуард Вафин. Эдуард Ефасович, здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос. Что необходимо для получения ежемесячных выплат детям от 8 до 16 лет? И кто может претендовать на такое пособие? На данную выплату могут претендовать одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Например, если второй родитель умер, пропал без вести или не писан свидетельство о рождении ребенка. А также родитель или законный установитель детей, ребенка, в отношении которого есть решение суда об уплате алиментов. Данная выплата соответствует 50% от прожиточного минимума 4997 рублей 50 копеек. Что нужно для получения ежемесячных выплат беременным женщинам и какой пакет документов для этого необходим? На данную выплату могут претендовать беременные женщины, которые встали на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель. И вот сразу подчеркну, что обе эти выплаты проводятся при условии проведения комплексной оценки движимого и недвижимого имущества, оценки среднедушевого дохода семьи, то есть он должен быть не выше, чем 9955 рублей на одного члена семьи. Размер выплаты беременным женщинам составляет 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 50% от 10 622 рублей, 5311 рублей. Необходимые документы – это привычный всем перечень документов. Паспорт, это полис УМС, если беременные женщины, это свидетельство о рождении ребенка, это данные на супруга, заявителя или заявительницы. А кому полагается единовременная выплата в 10 тысяч рублей? Данная выплата положена родителям, воспитывающих детей от 6 до 18 лет, а также с особым порядком выплаты детям-инвалидам. То есть право на данную выплату возникает у родителей или законных представителей детей, у которых 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям-инвалидам от 18 до 23 лет, если они продолжают учиться в школе. С какого дня принимаются заявления и каким способом его можно подать? Конечно, можно обратиться лично, но в условиях развития пандемии наиболее оптимальным и вообще эффективным способом подачи документов является портал государственных услуг. Эти заявления мы принимаем уже с 1 июля 2021 года. Из-за чего могут отказать в назначении выплат? И что делать, если заявитель с этим отказом не согласен? Назначение выплат как раз могут отказать в случае, если среднедушевой доход превышает, в случае, если неправильно достоверно заполненное заявление, или же, допустим, если родитель лишен родительских прав. Родителю необходимо в любом случае дождаться уведомления на портале государственных услуг, который будет содержать аргументированный отказ. В случае, если он не согласен с этим аргументированным отказом, можно, конечно, обратиться с разъяснениями, либо подать жалобу, даже используя средства ИПГУ, единого портала государственных услуг. А какие типичные ошибки при предоставлении и заполнении документов? Основная масса – это недостоверное или неполное оформленное заявление, либо превышение среднедушевого дохода. И основная масса, вот даже по опыту прошлых выплат, которые были совершены еще в прошлом году детям, продолжается эта ошибка. Это связано с счетом заявителя, то есть счет должен быть действующим. Он должен быть указан корректно. И самое главное, должен принадлежать заявителю. Эдуард Ефасович, благодарю вас за беседу. Спасибо вам. Альметьевск в минувшие выходные превратился в этнокультурную столицу страны. Здесь прошел первый фестиваль «Каракуз». Концепция основана на народной легенде о женщине-воительнице Каракуз, образ которой запечатлен в одноименной скульптуре Даши Намдакова. Ее открыли еще 3 года назад. На фестиваль приехали более 1000 участников со всей страны. Они на большой площадке показывали многовековые традиции проведения ярмарок, уличные перформансы, экспозиции современной культуры. Что больше всего впечатлило жителей города и автора этого репортажа Филюзу Хамидуллину увидим далее. Ходулисты, жонглеры, клоуны – здесь лучшие артисты уличных театров, 180 коллективов России. Для них площадь Ленина стала одной большой ареной. Всех объединил этнофестиваль «Каракуз». Я думаю, это дает какое-то стремление к творчеству, вдохновение и просто отдых. Это уже другая площадка фестиваля – скейт-парк. Здесь проходят соревнования по скейтбордингу и брейк-дансу. Павел Бобров перенимает опыт у лучших спортсменов. Объединяет всех. Люди начинают дружить просто. С разных городов даже приезжают. Рисунок будет называться «Глоток свежего воздуха». Этнофестиваль «Каракуз» объединил сразу несколько направлений, поэтому его назвали фестивалем фестивалей. Вот лучшие граффити-художники страны выступают на площадке уличной культуры «Свобода». Рисуем девушку
девушку, которая опустила маску и вдыхает в себя воздух свободы. Тема фестиваля «Свобода», учитывая нынешнюю ситуацию в мире. Разные национальные стили, культуры и творческие направления, ярмарки, уличные выступления. Такого масштабного этнофорума Альметьевск еще не видел. Это очень глубокая тюркская культура. И фестиваль призван именно через культуру, роль которой всегда объединять людей. И мы уверены, мы надеемся, что именно наш культурный фестиваль будет нести такую определенно объединяющую роль. Фестиваль проходил на 10 городских площадках. Бардовской, татарской, этнической музыки, Песчан-базара. Кульминация – джазовый фестиваль, где выступил и Валерий Сюткин. Дети рады, и взрослые, всем очень нравится. Да. Вчера смотрели, сегодня большое удовольствие получили вообще. Для такого нашего города это просто повезло, можно сказать. Фестиваль должен кардинально меняться каждый год, но должен быть какой-то символ, какой-то артист, чтобы не ломать голову. Кто будет все-таки поднимать людей для пения? Этнофестиваль «Каракуз» не только показал горожанам современное этноискусство, но и открыл тысячам участникам форума такой город, как Альметьевск. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. На этом выпуск завершается. Больше новостей на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго. До встречи. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Снижение цен на автомобили Nissan в автоцентре РРТ. Только сейчас от 999 тысяч. Спешите в автоцентр Nissan на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Данила Мастер. Обмен старого памятника на новый. 202-38-32. Хочешь на море? Феерическое шоу с морскими животными. Дельфинарий приглашает. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 32-0101 и на Чуйкова 54Б. Здравствуйте, в студии София Егорова. Июль не отстает от первого месяца лета по высоким температурным значениям, но и грозовые дожди не редкость. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается переменная облачность, а температура по-прежнему высокая – плюс 25. Жителей ждет облачный день в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге – плюс 26-27 градусов. Очень тепло в Агрызе, Менделеевске, Актаныше, однако солнце спрячется за облаками – днем до плюс 25. При прохождении атмосферного фронта в Арске, Кукмаре и Балтаси ожидаются осадки и усиление ветра. Температурный фон станет выше, чем накануне, плюс 27. В Болгаре, Дрожжином и Буинске пройдут дожди, но будет жарко, плюс 30. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше также прольются освежающие дожди. Но температура ниже от этого не станет, плюс 26-27 градусов днем. В среду осадки прекратятся, будет солнечно и очень тепло. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Тяжесть в ногах. Отеки, расширенные вены. Звездочки, венозная сетка. Решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского. Прием флеболога с УЗИ обеих ног всего 990 рублей. 212 20 40.
Лечение варикоза быстро, без боли, без операции. Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского, 40 в Казани. В Казани переменная облачность. Ожидается дожди, временами с грозой. Температура ночью около 20 тепла, а днем 28 градусов выше 0. Ветер северо-западный, умеренный, при грозе порывистый. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха 60%. В магнитном поле Земли спокойно. После прошедших ливневых дождей и усиления ветра воздух более свеж, а температурный фон не превышает 30-градусную отметку. По народным наблюдениям, если 13 июля кукушка долго поет, то лето будет продолжительным и теплым. При желании можно проверить эту примету. Прислушайтесь. На этой ноте завершаем наш выпуск. До свидания.